и слава Ему навеки, бо Он з'являється женихом Божого веселья, и Он з'являється найвышейшим и вечным святаром на взор Мелхиседека. Уважаемый Ксенц Олег, дорогие братья и сестры в Христе и на детки, цудовно, что засталася эта декорация каля пана Евхаристичного з Дня Посвячення, цілий тиждень вона ось тут засталася символічно. Там лежить святоцька стула, бачите, внизу квіточки, там б'якоцька стула. У часі посвячення там лежав орнамент, в яким сьогодні Ксенц Олег славить Бога и служить Ему. А стула б'якоцька там осталась. И он перешел на новый, важный, отказный, тяжкий, але самый пригожий крок у ступени святарской – это быть пресвитером и святаром. Бог его выбрал, Бог его разыграл руками бискупа. И бискуп, разнокладая рук, передал ему на Духа Святого. И сегодня в суду у нас складывается, что Евангелие как раз нагадывает нам приповедь про веселье, якое Господар зробил для своего сына. Это про Иисуса. Благодарство небесное, подобное до короля, який справил веселье для своего сына. Вы знаете, что это веселье? Вы знаете, что кожная святая имша – это весельная гостиная баранка. Это весельная гостиная Иисуса, на которую Иисус у присутности святого Альтер Христос после того является живым, важным знаком Иисуса Святого. Он нас запрошает на эту гостиную Божию. Сегодняшняя приповесть має и историчное значение, и понадисторичное. У историчном значении мы ведаем, что и надо тычить Израиля, який не прийняв запрошення Боже. Мы читаем в Евангелии: послал своих слугов покликать запрошенных на веселье, а они не хотели. Бог послал слугов, пророков, лидеров Израиля запрошать на веселье. Вы ведаете, что отношения, относины Бога с людьми, они в Библии вельми часто порівнюються с относинами жениха и невесты. Потому что это относины любви. И читаем в приповести тройче Господь запрошал Израиль. Знов послал слугу, или лишь раз отказались, знов послал слугу. И говорит так: скажите запрошенным, все готово. Зарезаны рабы, откормлена живность, все подготовлено, идите на веселье. А я не погордил. Погордил не дошли. Куда дошли? Кто на своем поле, кто на свой гандель. Мало того, что я дошли, они сейчас схопили слугов Божьих, слугов короля, зневажили их и забили. У них в историческом значении это справа про двух наибольших Божьих великих людей, наполненных Духом Святым, и корректовали шлях для Иисуса. Это Иоанн Креститель, которого забили, и Стефан Першомученик, которого вытянули за муры Иерусалима и тогда забили. И заважьте тройче, Господь не отмовился от святкования гостей. И каже так: конечно, прогневался на слугов, на запрошенных,
сказал, что придет момент кары на нас. И 40 годов после укрыжования Христуса Иерусалим был знищен, святыня была знищена. Аж 40 годов еще Господь совладал, показывает, что и шанс для плана и покаяния. И только потом, каже так, веселье готово, але запрошено не были годными. Идите на роздані, и усіх, кого зустрінете, запросите на веселье. Идите и научайте все народы, крестите их в имя Отца и Сына и Духа Святого. Примя крещение, будьте славными, кто не примя, это лучше. И апостолы пошли и собрали всех. Кто мы знаем? Костел святует веселье Христа уже больше 2000 годов. На кожной Евхаристии Господь скликает народ с усіх концов земли. Кульгавых, хворых, интеллигентных, глупых, грешных, праведных, всех. Сегодня, покуда иснует свет, гостина Божия открыта для всех. Все запрошены на гостину. А в первую очередь, конечно, христиане. Католики, православные, пятидесятники, баптисты, все запрошены. Але Господь закликает на гостину. Поэтому Он установил святарство. Бог дал нам святого, как яны далей на эту гостину Божию закликаем всех. Потому что не Ксенц кормит вас своим телом, а Иисус. Не мы кормим вас Словом Своим, а Словом Божьим. Это гостина Божия. И заложьте, ничего нового за 2000 годов не поменялось. Как сегодня люди користаются этой гостиной, так как вы, все равно отсюда пришли на эту урочистую гостину Иисуса. Побожные, грешные, откровенные, лицемерные, интеллигентные, а меньше интеллигентные все. Старые, малые, дети, пенсионеры все. Мы теперь запрошены на эту гостину все. Користайтесь Божьей гостиной. Користайтесь, братья и сестры. Бо будет третье вымерение гостиной в небесной володарстве, до чего за разумом дойдут. Коли там уже не будут запрошены все. Только Господь проверить образ веселья. Ты пришел на гостину образ. Але сегодня, братья и сестры, я хотел бы такую примитивную шутку в зале, мы зразумели, что вот и молодые свята. Это выбрал не профессию святого. Не пошел я в святарство для себя. А не я не пошел в святарство для себя. Але Бог нас призвал, как мы были слугами на этой Божьей гостине. Как мы далее закликали на эту гостину, усі, яку Іван пересказывал. И кепских едов. И сегодня мы не выбираем никого, мы не сорцуем в костеле никого, запрошаем всех. Насколько народ Божий будет за это користать, и насколько искористать, это от вас зависит. Але хочу сегодня заакцентовать про то, как вы разумели, что такое гостина Пана. Что свята, это Христос, это Иисус, который запрошает всех нас на свою гостину, где мы славим Бога, где мы в обратку веселья рыхтуем на вечность, потому что туда без обратки веселья никуда никто не будет, никто. Да, это сейчас вернулся, да? Что свята поставлены Господом для того, как быть нашим шляхом за небо. Как Он провожал нас с этой гостиной, с земной гостиной, в гостиной небесной. И кто тут, запомните то, что скажу, кто тут теперь на земле, не користаясь Божьей гостиной, не умеет тешиться Евхаристией, не кормится телом Господа, не наседается Словом Его, то не рихтуя в обратке веселья в Царстве Божьем, что Он будет делать? А там будет только веселье. Там праца не надо. Коли в минулую неделю, памятаете, мы разважали
виноградник, что Бог запрошает усіх працювати винограднику. З працею у нас проблеми. Мы ж гультаем, працевать для Бога не хочем. Прийти тихенько помолиться в костел или працевать для Господа не можно отважиться. Бог дает самый простой шанс. Не надо работать. Иди на гостиную. Ешь, пей, радуйся, насыщай свою душу. Все, если этого есть, ты не корыстаешь. Больше Господь ничего не даст. Корыстайтесь Божьей гостиной. Корыстайтесь поступки святого. Я хочу вам зацитовать слово сегодня, как мы разважали. И я, як свята, которого Господь поставил, як слугу своего, как пильновал его на гостиной. И каждый из вас, который на гостиную Божью приходится. Это слово и пробачка Спас святого Яна Марія Венея, який святий отець Бенедикт XVI у сувязі со 150-й годовиной смерти Яна Марія Венея взял за основу своего послания до святого на початку года святарства. Памятуется, 7 годов назад, 2010 год, Костел переживал его год святарства. 7 годов прошло. Вот папа цитировал тогда слово Яна Венея. Слушайте уважно. Пастор Арсу был надзвичай покорливым человеком. Однако, як свята, он ведал, что является великим даром для своих верных. Добрый пастырь – это пастырь по воле Божьего сердца. Это наивысший дар, який только может дать добрый Бог для парафии. И один из найкоштовнейших даров Божьей милосердности. Запомните, свята – один из найкоштовнейших даров Божьей милосердности. Кто вы, дорогие друзья? Про святарство он говорит так. Так, як би не мог зрозуміти вірячи, в этого дару не центральне, довірено на чоловічій сутності. І Ян Марія Венея, святий прообразався, коли думав про святарство своє, яке носив у своїй дитині, він казав так: ах, як же великий святар! Ах же, як великий святар! Коли б він це зрозумів, то помилував би. Слышишь, если бы ты и я на сегодняшний момент зрозумели, кто мы в очах Божьих, мы бы умерли от счастья. Может, Бог поэтому не дает нам сразу понять, чтобы не умерли пока. Бог слухает мертвых. Слышишь? Бог слухает святых. Промовляя два слова, и Пан заходит из неба на его голос и заключает себе милый Господь. Слышите, мои хорошие? Два слова святого: веруйте и ешьте, это тело мое. И Бог сходит сюда. Не в гордыне нам сказано, не в тщеславии. Но наше слово Бог приходит сюда. Тлумачивши своим верникам сенс сакраменту, він казав: коли не було сакраменту посвячення, внимание, коли б не було сакраменту посвячення, то ми б не мали Пана Бога. Хто кладе його таbernakulum? Свята. Хто перший прийняв вашу душу, уваходячи у земне життя? Думаете, гинеколог? Нет. Свята. Час просто. Душу, не тело. Душу. Кто кормит ее, когда ее кормит силы для закончания земной перегрузки? Свята. Кто подрыхтує ее душу до моменту зустрічі з Богом, обмиваючи кожний раз у криві Єсуса Христа? Сама свята. А коли эта душа помирает по причине греха, кто ее воскресит? Кто даст ее тишину и спокой? И снова же даст ей света. После Бога свята это все.
Пасля Бога святар это все. Святар сам себе зразумее толькі ў небе. Поэтому я и кажу, что Бог не дает нам спознать до конца Мукланский сакрамент, чтобы мы поверили уже тут. Потому что деликатно нас к этому находится. Такая упевненість ствердження в народженому святарській серці святого пастора може здаватися прозмірною, як пише Папа Бенедикт. Тим не менш, проявляється в ній велика пошана, яку мав він на сакраменті святарства. Часом здавалося, що був він предмечений безмірним почуттям наказності. І знову цитує Яна Генея. Коли б мы добро зразумели, что такое святар на земле, мы бы померли не от страха, але померли от любови. Без святара смерть и мучений нашего Пана были даремны. Святар протягивая славу откупления на земле. Навошта нам дом, переполненный золотом, коли у ім не буде нікого, хто змог би обчинити двері, питає Євгеній. Свята у своїх руках тримає ключі від небесних скарбів. Міновіто Йон обчиняє двері. Йон з'являється економом доброго Бога і розпоряджається його добром. Покиньте парафію, пише Євгеній, на 10 годов без святара. И люди будут поклоняться с верой. И знаете, так и дает. Там, на востоке нашей диецезии Витебской, где не было святора, 10, 15, 20, страшно подумать, 40 годов, там люди поклоняются с верой. Свечкам, бабкам, идолам, ниточкам, всякой дряни, но не Богу. Поедете, проверьте. На условие. Я думаю, что вы знаете. Святар з'является святаром не для себя, а не для вас. Это писал святый Григорий Апс. Я не верю. Больше за 150 годов назад. Братья и сестры, помните, братья, кто такие святые? И мы все, я уже с неким маленьким стажем святых повинен допомагать цензуру дорастать до этой границы, которые еще сам не разумеют до конца. Але и нас прошу. Прошу так, як просив апостол Павел в сегодняшнем другим читании. Вы послушайте, як цудовно от з Божого провіду сьогодні читання складається. Привіт, смотрите, Ксенза. Павел, который имел опыт быть апостолом и святаром, каже так, учись о цьому завета Павла апостола. Умею быть в принижении, умею быть в достатку. Я приучился над собой во всем. И насыщаться, и голодать, и быть в достатку, и терпеть нестачу. Все могу, ты, кто знатся имени. Это от обеда. Сегодня говорится Павел и Дух Святой. Будешь все. И достаток, и голод, и радость, и слезы, и кветки, и терни на голове будешь иметь. Все будешь иметь. Але нас, дорогие партияне, католики, люди Божьи, прошу вам тем, что Павел зазначил далее. Однако вы добро зробили, разделивши самовольное терпение. Слышите? Коли свята терпите за Божий народ, коли его зневажаются, плеткуют, критикуют, обмовляют, принижают, высмеивают, коли свята терпите за справедливость Божию, вы, как Божий народ, должны быть в этом терпении с нами. У нас нет жонки, у нас нет детей. Добро у нас святаров глубоким троим, а многие святары живут в 4 стенах одними. И вы не верите, что такое быть в 4
одному новому, энергичному, полному энтузиазма и силы святому душу. Тоже поведает, он женатый, вдовец и так далее. Поэтому мы можем разделять с вами это взаимное терпение. Але Павел апостол каже: добре зробили ви, разделивши со мной мое терпение. Это молодые свята дадены Богом для всех нас. Даже для меня. Это мой собрат, это мой святак. И коли мне треба будет отримать отпущение грехов, альбо коли треба будет мне за грамотное мошенние отримать, альбо тело и кров Пана, коли сам себе не смогу подать, и он не потребует. Ты будешь не потребовать. И каждому из вас он будет потребовать. Как вы могли простить, вы должны простить. Потому что это Бог включит. И закончу сегодняшнюю приповесть. Помните, самое главное – это финиш сегодняшней приповести. Король, войшовший, поглядит на гостей, убачил человека неправедного веселья Бога и каже: друже, а я прийшов сюди, не маючи веселья Бога, и он может. Знаете, после смерти ты станешь перед порогом неба. И ты будешь слышать играние органной музыки, спев херувимов и серафимов, анgelов и святых. Ты будешь бачить Божий свет и будешь отчувать, какая пуль и великая любовь Господа. А ты будешь готов войти в эту гостиницу. Ты будешь иметь Бога веселье. Это зависит от Божьего нас. Помните, что вот эта гостиница, святая имша, неважно, урочистая или в каплице приватной, которую Христос отправляет, или в подвале, в катакомбах, как молились в первой гостинице, или на могилках. Это тайна гостиница. Приходит человек, ты вокруг души оправдаешь и действуешь. Если ты не теперь не научишься любить святую душу, если ты теперь не будешь приходить на Божью гостиную, то будешь молчать, как у приповести. Бог спросит: а я тут нашелся, а ты промолчишь. Бог сказать не будет чего, на этой весенней гостине тебе не было. Вот ты то валы, там самый поле управлял, то Хандель управлял, то женился, то сватался, то еще что-то. А на гостине будете. Користайтеся, моя хорошая, з Божої гостини, кожну неділю, кожне свято, як найдовше. Тільки пронайтеся, конечно, весільну мову, как душа ваша перед Господом подождет. Користайтесь того, что Господь просветовал на Бо не дай Боже, коли мы почуем з уст Господа, звяжите Его руки и двигните Богу тему. Там будет плач и скрежетание зубов. Такий финиш у небесном Иерусалиме. Там без весельной Бога никто не борется. Шансов нет. Мне вельми подобается, как я однажды скомментую на конце. Скрежетание зубов. Это комментарий я почув з уст православного святора Андрея Ткачева. И он говорит так: скрежетание зубов – это момент, у которого человек терпит, но ничего не может поменять. Потому что в аду ничего не можешь поменять. Теперь можешь поменять все. 10 раз. Твои ноги могут вести куда угодно. В бар, в ресторан, на рынок, куда угодно. В костел. Все не доиграешь. Но коли твои руки и ноги свяжутся, и ты будешь у планеты, никаких заслугов уже приметить не сможешь. Господь нас сегодня проповедь показывает реальность. Веселье, на которое совершаете, и вам надо користать. Користайте максимально. Шануйте святарство.
любите святую душу. Помните, Господь про наши руки дал нам и вам ключи от Божьего благодарства. И мы с этого все повинны користаться. Нехай Господь благословит служение Твое, Иисусе, дорастание до апостольского служения. Ничем не знеохочивайся, памятуй, что Господь все без тобой. Вот извините нам, Дух Святый, и вас прошу, мои дорогие, за все, незалежно от каких-то жизненных справ, от черных человеческих святов. Шануйте святарство, як Бог дане. А Господь буде шанувати усіх нас і дасть нове